feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling? Saying, oh, we all together. Ну что, вот она, да, наступает тот самый торжественный момент, ради которого мы сегодня здесь все и собрались. Приветствую здесь, на Манежной площади, всех любителей футбола. Здесь их сотни, а может быть даже 1000. Знаете, а по всему миру любителей футбола миллиарды. Я не понимаю, как можно не любить эту игру, самую красивую, самую прекрасную. Игру, которая объединяет миллиарды людей по всему свету. И именно сегодня мы демонстрируем вам нашу реликвию. Это Кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Очень символично, что мы приветствуем его именно здесь, в самом сердце столицы, в паре шагов от часов, которые отсчитывают обратный отсчет, которые ведут обратный отсчет до начала чемпионата мира. И когда вы взглянете на эти часы, вы поймете, что вот-вот-вот чемпионат мира уже совсем-совсем близко. 14 июня московские лужники примут матч открытия чемпионата. Россия-Саудовская Аравия. Это будет нечто, это будет незабываемо. Ну что, давайте покажем, как жители нашего города болеют футболом, да? Я жду ваши аплодисменты. Спасибо большое, как же мне приятно. Несколько слов о туре Кубка чемпионата мира по футболу. Дело в том, что стартовал он 9 сентября в Москве, 9 сентября прошлого года, как раз в московских Лужниках. Президент России Владимир Путин, президент ФИФА Джанни Инфантино как раз тогда открывали этот тур. Но и с тех самых пор он побывал в 50 странах мира. Тур длился всего 123 дня и побывал в каком-то невероятном количестве городов. 91 город увидел своими глазами этот самый легендарный трофей мирового спорта. 27 тысяч километров он намотал за эти месяцы. 25 городов он посетил в России. Москва — последняя остановка на пути следования легендарного трофея. Ну что, еще раз я хочу вас попросить издать такие громогласные аплодисменты. А все потому, что сейчас я приглашаю на эту сцену наших супер гостей. Итак, поприветствуйте, пожалуйста, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Сергей Семенович, прошу вас на сцену. Генеральный директор Организационного комитета «Россия-2018» Алексей Леонидович Сорокин. Алексей Леонидович, огромное спасибо, что пришли. Микаэль Вине, генеральный директор проекта «Системы Кока-Кола» в России по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Лотар Матеус, легенда FIFA, победитель чемпионата мира 1990 года и один из 3 футболистов в истории, который принимал участие на 5 чемпионатах мира. Наконец, красавица Лейсан Утяшева, легендарная гимнастка, 6-кратная победительница Кубка мира по художественной гимнастике и посол чемпионата мира по футболу FIFA. Сергей Семенович, пожалуйста, приветственное слово. Ждем. Что же вы скажете? Добрый день, друзья! Москва – спортивная столица. Мы принимали Олимпийские игры. Десятки чемпионатов мира по различным видам спорта. И сегодня Москва становится футбольной столицей мира. Сегодня, как старого друга, мы встречаем Кубок мира FIFA, который был уже в Москве. Проехал через десятки и сотни городов и снова вернулся в Москву. Мы с нетерпением ждем, с нетерпением ждут болельщики, любители футбола всего мира, когда прозвучит первый свисток чемпионата мира по футболу на главной футбольной
арене страны Лужниках. Всех гостей Москвы, конечно, ждет прекрасный футбольный праздник, первоклассные спортивные футбольные стадионы. Но наших гостей и ждет и прекрасная Москва. Ее музеи, театры, парки, пешеходные улицы. И самое главное, улыбки и гостеприимство москвичей. Добро пожаловать в Москву! Ура! Друзья, знаете, почему этот легендарный трофей вернулся в Москву? Потому что, побывав здесь хотя бы однажды, не влюбиться и не вернуться сюда невозможно. Сергей Семенович, огромное вам спасибо, что вы сделали этот город настолько красивым. Алексей Леонидович, пожалуйста, прошу и от вас несколько слов. Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рад приветствовать вас на церемонии встречи Кубка в столице нашей родины, Москве. Символично, что именно перед чемпионатом мира, который проводится в России, Кубок проделал рекордный путь. Это самый долгий, самый масштабный тур Кубка в истории чемпионатов мира. Буквально считанные дни отделяют нас с вами от начала яркого турнира. И заверяю вас, что все города готовы, и Москва, и другие 10 городов-организаторов. Вы видите, как прекрасно украшены наши города, как готовы наши стадионы. И с радостью принимаем всех болельщиков, всех, кто посетит чемпионат мира, всех, кто будет наслаждаться игрой, и особенно, конечно, финалом, когда сильнейшая команда поднимет этот кубок у себя над головой, и многолетние усилия увенчаются успехом. Еще раз рад приветствовать вас. Встречаем кубок. Спасибо. Спасибо огромное. Честно говоря, после таких слов мурашки. Вы только представьте, 15 июля самая сильная команда планеты поднимет этот кубок над своей головой. Ой, не знаю, как у вас, друзья, у меня пульс просто зашкаливает, и прямо сейчас самый торжественный момент. Москва очень долго ждала возвращения Кубка Чемпионата мира по футболу, и вот, наконец-то, мы с вами дождались. Вы готовы увидеть главные трофеи мирового спорта? Лотар, я прошу вас. Итак, начинаем обратный отсчет вместе с вами. Давайте начинаем с 10, да? На счет 1 мистер Матеус будет все-таки уже нам его демонстрировать. Итак, 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Я не знаю, нужны ли сейчас слова. Это тот самый легендарный Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA. Тот самый, существующий с 1974 года. Он выполнен, знаете, из чего? Из чистого золота. Его вес составляет 6 килограммов 142 грамма. И это композиция из двух человеческих фигур, которые держат на своих руках земной шар. И, конечно же, это очень и очень символично. 15 июля главные футболисты планеты будут держать над своей головой, будут поднимать над своей головой этот кубок, как когда-то делал Лотар Матеус в 1990 году. Я приглашаю сейчас к микрофону Микаэля Винне, генерального директора проекта «Система Кока-Кола» в России по подготовке к чемпионату мира по футболу. Микаэль, огромное вам спасибо. Thank you so much for bringing this trophy here. Спасибо. Добрый день, Москва. Добрый день, дорогие друзья. What a great feeling to be back here in Moscow, 9 months after the start of the FIFA Trophy Tour in Luzhniki in September. Дорогие друзья, какое прекрасное чувство снова вернуться в Москву спустя 9 месяцев после того, как тур Кубка Чемпионата мира начался на стадионе Лужники. And first of all, a very, very warm thank you to Mayor Sobyanin, to all Moscow City Administration and Moscow Sport. Without you, none of that would be possible.
И в первую очередь я хотел бы поблагодарить мэра города Москвы Сергея Собянина. Я хотел бы поблагодарить департамент спорта города Москвы и выразить глубочайшую признательность за поддержку. Без нее сегодняшнее мероприятие было бы невозможным. Warm thank you as well personally to Alexei Sorokin, to the Russia organizing committee and to FIFA to have trusted us in our belief and our vision to create the longest ever FIFA Trophy Tour. Моя отдельная и теплая благодарность Алексею Сорокину, моя отдельная благодарность Организационному комитету «Россия-2018» и FIFA за доверие, оказанное нам в организации самого протяженного тура Кубка Чемпионата мира по футболу за всю историю проекта. 123 days, 25 cities in Russia, and more than 51 countries around the world to get all the football fans around the world to be ready for the first ever FIFA World Cup here in Russia. 123 дня, 25 городов в России и 51 страна по всему миру. И все это для того, чтобы футбольные фанаты всей планеты подготовились к самому главному футбольному турниру. And we look forward for the next coming days in Gorky Park. Many Muscovites to come to see, to feel the trophy and to get ready and to have a lot of youth and young Muscovites like we see today to have the chance to see the trophy. И мы с огромным нетерпением ждем той радости, которая охватит всех москвичей в эти 5 дней, когда можно будет своими глазами увидеть главный футбольный трофей мира. The FIFA World Cup and the FIFA Trophy Tour is a unique opportunity to help developing youth football in Russia and to promote all the values of sport and football. Тур Кубка Чемпионата мира по футболу ФИФА и Чемпионат мира по футболу ФИФА – это уникальная возможность вдохновлять молодежный футбол и развивать футбольные ценности среди молодежи. Удача, Москва. Спасибо большое. Микаэль, спасибо огромное вам и, конечно же, огромное спасибо компании Coca-Cola за то, что они, вот благодаря им в том числе, сегодня мы можем находиться здесь, на Манежной площади, и любоваться главным трофеем мирового спорта. Ну а прямо сейчас Лотар Матеус, чемпион мира 1990 года, прошу вас тоже сказать пару слов. Давайте посильнее! Поприветствуем мистера Матеуса! На что вы способны? Покажите мне! Ja, ich freue mich, dass ich hier in Moskau bin als Botschafter des Fußballs. Я очень рад, что я приехал в Москву как посол футбола. Als Teil dieser Coca-Cola Trophy Tour, die das 4. Mal stattfindet. Как часть этого тура от Coca-Cola, который сейчас проходит здесь перед нами. Angefangen 2006 in Deutschland, in meinem Heimatland. На самом деле он начался в 2006 году в Германии, у меня на родине. Bin ich stolz, auch diese Trophy dieses Jahr in Russland zu präsentieren, speziell an diesem speziellen Platz hier in Moskau. И я очень горд, что я могу презентовать это мероприятие сегодня здесь, в этом специальном месте в Москве. Wir haben gerade gehört, der Pokal war viele Tage unterwegs und heute ist er endlich angekommen hier in Moskau, wo er in knapp 7 Wochen den neuen Weltmeister übergeben wird. И вот мы увидели и услышали, что кубок проехал огромные расстояния, побывал во множестве городов, и через 29 дней он будет вручен новым победителям. Eine Weltmeisterschaft, wie die hier stattfindet in circa 11 Tagen, ist was Spezielles für die ganze Welt. Чемпионат мира – это особенное событие для всего мира, и оно произойдет через 11 дней. Die ganze Welt, von Südamerika bis Asien, von Afrika bis Skandinavien, wird teilnehmen an dieser Weltmeisterschaft hier in Russland. Весь мир примет участие в этом мероприятии здесь, в России, из Южной Америки, из Африки, из Азии, отовсюду. Russland wird im Mittelpunkt stehen vom 14. Juni bis 15. Juli auf der ganzen Welt. Der Fußball regiert. С 14 июня по 16 июля Россия будет стоять в центре внимания. Весь мир будет править здесь. Ich weiß, von was ich rede. Als Kind Fußballfan von 1970 habe ich alle Weltmeisterschaften verfolgt. Я знаю, о чем я говорю. С 1970 года, еще с детства, я смотрел и следил за всеми чемпионатами мира. Von 1982 bis 1998 habe ich 5 Weltmeisterschaften selbst gespielt und teilgenommen. С 82 по 89 год я принимал участие в 5 чемпионатах мира. 1990 habe ich mit Deutschland diesen Weltpokal gewonnen. Als Kind hat man nicht einmal diesen Traum. В
В 99 году вместе с командой Германии я победил. Я получил этот кубок. В детстве о таком даже не мечтают. Seit 2002 bis 2018 betreue ich die Weltmeisterschaft als Journalist und als Fan. И с 2002 года до сего момента я как журналист сопровождаю чемпионаты мира. Как журналист и как его фанат. Und ich bin nach wie vor mit Emotionen dabei. И я не потерял ни единой эмоции. Все свежо. Diese Weltmeisterschaft verbindet die Länder, verbindet alte Leute mit der jungen Generation. Es vernetzt alle Leute auf dieser Welt, egal wo sie herkommen, wie alt oder wie jung sie sind. Футбол сопровождает и связывает всех нас. От мала до велика. Неважно, из какой страны вы. Вы всегда с футболом. Ich kann mich noch erinnern, wie ich vor 990 Tagen da drüben die Uhr angemacht habe. 1000 Tage vor dem Start der Weltmeisterschaft, die in 11 Tagen beginnt. Там сзади стоят часы. Я помню, как 990 дней назад я был здесь и открывал их. И вот осталось совсем немного. Ich sage danke zur Coca-Cola Trophy Tour. Ich sage danke zu Russland, danke zu Moskau, dass wir diese Weltmeisterschaft in eurem schönen Land erleben dürfen. Спасибо огромное, Coca-Cola. Спасибо огромное, Россия. Спасибо вам за то, что мы можем проводить чемпионат мира здесь, в вашей прекрасной стране. Лотер, огромное вам спасибо, огромное спасибо за такие прекрасные слова. Это было незабываемо. Thank you so much. It was incredible, really incredible. Наконец, посол чемпионата мира по футболу Лейсан Утяшева, легендарная художественная гимнастка. Лейсан, прошу. Мне так, спасибо. Здравствуйте. Какие-то вялые аплодисменты. Такой праздник, ребят. Спасибо большое. На самом деле, мне кажется, что с нами это происходит как во сне. Я говорю как спортсменка и как мама двоих детей. Если честно, все, что за последние годы происходит с нашей страной, это потрясающее событие, это доверие. И прежде всего я хочу обратиться к вам. Ребят, мы можем стать чемпионами мира. Я имею в виду по организации, по гостеприимству. И, конечно, я не отменяю возможности выиграть, если наши ребята соберутся, я в них очень верю. Я надеюсь, вы тоже. Правда? Мы будем за них болеть. И еще раз спасибо всем. Спасибо большое за такую прекрасную Москву. Спасибо FIFA и спасибо Coca-Cola. Ребят, будем болеть за наших. Держимся. Спасибо огромное, Лейсан права. Ребята, такой праздник. Давайте еще раз поаплодируем всем нашим сегодняшним гостям и, разумеется, Кубку чемпионата мира по футболу FIFA, который сегодня наконец-то нашел свой дом. Пускай и всего на месяц, чуть-чуть побольше, но тем не менее здесь, в нашей родной Москве. Прямо сейчас я прошу наших дорогих гостей сфотографироваться рядом с Кубком чемпионов. По-моему, этот день, этот момент, который уже невозможно забыть, да, это воспоминание, которое останется на всю жизнь. Прошу вас. Loder, and I think this is the moment. Mr. Mateos, I think that, yeah, this is the moment. Let's do that. Друзья, прикасаться к нему имеют право либо президенты стран, либо победители чемпионата мира, как Лотер Матеус. Лотер, пожалуйста, не уроните. Это когда ты не один. Поддельные взлеты и все делал на зло. Твоя свобода на солнце блестит и без позолоты. Давай заботы, заборки, сложный план не сработал. Никто не сможет тебе навязать то, что ты кому-то что-то должен. Где-то на огромном глобусе найдется тот, кто
кто, как и ты, находится в поиске. Знаешь, это жизнь, как и песня, что поется в ней. Немного счастья, немного радости, немного солнца. Эту песню поет свобода, и я хочу спеть с ней. И я пою. Спасибо огромное. Ну что, удачи нашим организаторам. Мы благодарим наших почетных гостей. Мы, вся Россия, ждем настоящий спортивный праздник и будем верить в отличную игру нашей сборной на чемпионате мира. Между прочим, с 4 по 7 июня этот мировой и российской версии гимна Кока-Кола к чемпионату мира по футболу. Мы сегодня, разумеется, всех